президента Ингушетии Мурата Зязикова причастны международные террористы. Об этом сегодня объявил заместитель генерального прокурора Николай Шепель. Доказательства спецслужбы обнаружили в тайнике, где хранился архив Абу Дзейта, эмиссара Аль-Каиды на Северном Кавказе. Напомню, 2 года назад террорист-смертник атаковал кортеж главы Ингушетии. Пострадали несколько человек. Самого президента спас бронированный автомобиль. Репортаж Ольги Кирихи. Ответ на вопрос, кто спланировал покушение на президента Ингушетии, неожиданно для себя оперативники получили в чеченском селении Цоцин-Юрт в доме 56-летнего Вахи Салтаханова, тестя арабского эмиссара Аль-Каиды Абу Дзейта, убитого в прошлом году во время спецоперации. Помимо оружия и боеприпасов в доме хранились ценные для спецслужб архивы, видео и аудиозаписи кровавых преступлений боевиков, так называемые отчеты арабскому наемнику о проделанной работе. В ходе исследования этих записей и сопоставление с обстоятельствами расследования уголовного дела, которое было возбуждено 2 года назад о покушении на президента Ингушетии Мурата Зязикова, установлено, что к этому покушению, вы помните, взял тогда на себя организацию покушения Басаев. Он еще говорил, что через месяц мы все равно завершим и приведем в исполнение приговор Мурату Зязикову. Сейчас, значит, установлено, что к этому покушению активно готовился, принимал участие Абу Дзейт. На диске надпись на арабском: «Исполнение приговора президента Ингушетии». Когда бандиты снимали эти кадры с расстояния примерно в километр, даже не предполагали, что покушение не удалось. Белая «семерка», за рулем которой террорист-смертник, напичканная 60 килограммами тротила, движется по улице Войнахской. Затем разворачивается и идет навстречу президентскому кортежу. Удар планировался нанести в лобовую. Водитель президента прижал машину к обочине в тот момент, и раздался взрыв. Он был такой силы, что в соседних домах стекла вылетели вместе с рамами, а на месте взрыва образовалась 2-метровая воронка. Пострадали 7 человек, в том числе 3 охранников президента и 9-летний ребенок. Получил ранение и сам Мурат Зязиков, но в тот же день вышел на работу, чтобы успокоить жителей республики. Сегодня эти кадры он увидел уже со стороны. Подтверждаете ли вы, что это запись вашего покушения? Я подтверждаю. Если бы кто-то со стороны мне сказал, что с этой машины можно выйти живым, я бы не поверил бы. Силовикам предстоит исследовать еще множество таких записей. Возможно, они прольют свет на многие преступления, которые навсегда уйдут из разряда нераскрытых. Ольга Кири, Ольга Кузнецова, Владимир Черных, Валерий Хузмиев и Виктор Ангелов. Первый канал, Северный Кавказ.